Дорогие юные друзья, хочу приветствовать вас как участников первого мероприятия, которое происходит по инициативе исполнительного директора Лезгинского фонда поддержки науки, культуры и образования Лезги-Лувар Руслана Курбанова. Мероприятие, которое одновременно является и презентацией этого фонда. Фонд, он создан, звучит, я бы так сказал, пафосно, но пока еще к своей настоящей работе, к поддержке и стимулированию молодежи лезгинской, которая хочет посвятить себя этим сферам, гуманитарным сферам деятельности, пока еще, значит, не приступил, но я надеюсь, что это будет. Ваше мероприятие называется «Стратегия лидерства и моделирование будущего». Ну что же, это означает, что вы хотите быть лидерами, хотите быть людьми активными, вот. Ну, собственно говоря, я думаю, что иначе и не бывает в молодом возрасте. Вот, как говорил великий философ Гегель, молодые люди вступают в жизнь с рогами пышными, как у оленя, и только уж потом постепенно жизнь их ломает, и под конец они остаются с небольшими рожками. Вот. Я надеюсь, и желаю, чтобы ваши большие мечты, большие замыслы осуществлялись полнее, и чтобы вы и к концу жизни смогли кое-что сохранить из этих ваших пышных рогов, которые сейчас находятся на ваших головах, если вот следовать этому образу Гегеля. Хочу отдельно сказать о вас, как о лезгинах, которым судьбой случилось жить и работать в Москве и в других городах России, то есть вне самого Лезгистана. Я сам прошел этот путь, эту судьбу. Студентом первого курса приехал в Москву, потом так и застрял здесь. И должен сказать, что быть лезгином в московской среде и вообще за пределами Лезгистана – это большая ответственность. Она ответственность по той причине, что мы представляем каждый раз не только самих себя в индивидуальном качестве, но мы представляем и свой маленький народ. И что бы мы ни сделали, хорошего или плохого, это всегда вольно или невольно связывается не только с нами персонально, но связывается и с тем народом, который мы представляем. Я думаю, что вы это уже чувствуете на себе, на своей судьбе. И хотел бы, чтобы этот факт и это сознание придавали вам новые силы, и чтобы именно вы продемонстрировали и смогли начертить себе такой жизненный путь лидерства или не лидерства в рамках той профессии или иной профессии, но чтобы это был такой жизненный путь, чтобы это было такое поведение, такая деятельность, когда не только вы сами будете довольны, но и чтобы вот наш маленький народ тоже мог вами гордиться. Желаю вам всего хорошего, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Новым годом, который обещает всегда новые возможности, новое счастье. Вот. И надеюсь, что вы будете
отмечать этот Новый год так, как и все люди на земле. Пройдет 2-3 месяца, и мы будем вместе с вами отмечать еще один Новый год, Ярон Свар. Это вот уже, так сказать, наш лезгинский Новый год. И вот подобно тому, как мы соединяем эти два праздника и можем радоваться и на том, и на другом празднике, и точно так же я думаю, что это можно, и мы должны соединять в своей жизни, в своем сознании, в своем поведении два начала. Лезгинское начало и начало общероссийское, начало общечеловеческое, начало общецивилизационное, не отрывать их друг от друга и демонстрировать, что мы, лезгины, отвечаем самым высшим критериям и российского гражданства, и цивилизованного поведения, и высокой общечеловеческой гуманности. Всего-всего вам хорошего.